Здравствуйте! Каждую четвертую пятницу мы постараемся для вас организовать встречу с врачами, которые проведут беседы, ответят на ваши вопросы. Из этого бесед вы сможете почерпнуть информацию, воспользоваться советами. Сегодня врач-педиатр первой категории Френкель Галина Александровна расскажет об уходе за новорожденным ребенком. В нашем городе практикуется ранняя выписка новорожденных детей на дом. На 5-6 день дети у нас выписываются уже на участок. Поэтому организация правильного ухода за новорожденным ребенком на дому нам просто необходима. Для новорожденного ребенка необходимо выделить отдельную комнату или, если не позволяют жилищные условия, ребенку надо выделить самую светлую часть комнаты. Заранее ребенку надо приобрести 5 тонких распашонок, 5 фланелевых распашонок, 2 тонких чепчика, 2 фланелевых чепчика, 20 тонких пеленок, 5 фланелевых пеленок, байковое одеяло, шерстяное или ватное одеяло, 2 пододеяльника, 20 подгузников. Заранее надо ребенку приобрести кроватку, ванночку для купания ребенка. Кроватка не должна стоять около окна или около батареи. Ни в коем разе кроватку не может заменить коляска, так как коляска плохо пропускает воздух. Кроме этого, после прогулок на улице на коляске остается пыль. И еще одна отрицательная сторона – это то, что у родителей возникает желание укачивать ребенка в коляске. Поэтому ни в коем разе нельзя, чтобы в доме была только коляска, не было кровати. В кроватке не должна быть подушки. Ребенок должен лежать на ровном месте. Обязательно должна быть приобретена заранее аптечка матери и ребенка, в котором есть все необходимые предметы по уходу за ребенком. Ежедневный туалет ребенка лучше проводить утром после кормления ребенка. Ребенка нужно раздеть, распеленать, раздеть. Тщательно осмотреть кожу, подмышечные впадины, паховые складки. Проверить, нет ли опрелости и красноты. Все эти места надо смазать простерилизованным растительным маслом или вазелиновым маслом. Обязательно надо также обработать и складки шеи, так как там тоже иногда образуется опрелость. Лицо и руки ребенка лучше мыть кипяченой водичкой. Глаза протирают ватным шариком. Отдельно для каждого глаза надо иметь ватный шарик. Обработку глаз ведут с наружного угла глаза внутрь к носу. Нос прочищают ватным жгутиком без твердых предметов, смоченным или кипяченой водой, или растительным маслом. Для обработки ушных раковин по мере надобности тоже применяют ватный жгутик. Рот ребенка не следует обрабатывать. Если мать заметила белый налет в полости рта, то она должна обратиться к участковому врачу. Нельзя оставлять ребенка лежать в мокрых пеленках. Новорожденный ребенок в течение дня мочится до 15 раз.
Стул у ребенка бывает до 5 раз. После того, как у ребенка был стул, ребенка надо обязательно подмыть теплой водичкой. Причем девочку надо подмывать спереди назад. После подмытия ребенка складки насухо вытереть и обработать или вазелиновым маслом, или присыпать детской присыпкой. Руки ребенка осматривают каждый день. Раз в 5 дней ногти на руках и ногах ребенка подстригают, не коротко. Для ребенка должны быть отдельно ножницы. При появлении на голове малыша белых, похожих на перхоть сухих корочек, кожу головы за 10-15 минут до купания смазывают простерилизованным растительным маслом. Во время купания корочки отпадают сами. Спутавшиеся на затылочке волосы надо ребенку обязательно подстричь. Температура в комнате, где находится ребенок, должна быть 20-22 градуса. Если ниже, то в течение 2-3 недель после выписки новорожденного из родильного дома ребенку надо одевать чепчик. Менять пеленки надо обязательно перед кормлением, между кормлениями. Ребенок не должен быть мокрым. Купают ребенка ежедневно в кипяченой воде с добавлением перманганата калия. Раствор для купания должен был быть слабо-розового цвета. Температура воды для купания должна быть на градус выше температуры тела ребенка. Через день ребенка моют мылом. Мыло для купания используют детское или банное. Продолжительность купания ребенка первого месяца жизни 5-7 минут. Лучше купание проводить 8-9 часов вечера. Сразу после купания ребенка надо покормить и уложить спать. Большое значение для здоровья ребенка имеют прогулки на свежем воздухе. Для ребенка, который родился летом, надо начинать гулять сразу после выписки новорожденного из родильного дома. Если ребенок родился зимой, то гулять надо начинать с 2-3-недельного возраста, в зависимости от температуры на улице. Продолжительность первой прогулки ребенка должна быть не более 10 минут, постепенно увеличивая до 1,5-2 часов 2 раза в день. Одевают ребенка в зависимости от сезона. Ориентируются на то, чтобы у ребенка после прогулки были теплые ручки, теплые пальчики на ножках и чтобы у ребенка была сухая голова. Кормить новорожденного ребенка надо через 3 часа 6-часовым ночным перерывом. Желательно, чтобы мамы придерживались режима кормления, который был в роддоме. Основное, конечно, чтобы малышу хватало молока. Здоровый ребенок спокоен и доволен во время и после кормления. Ребенок хорошо прибавляет в весе, растет. За сутки ребенок прибавляет в весе 25-30 грамм. У ребенка 2-3 раза в день бывает стул. Кожа у него упругая, розового цвета. Кроме грудного молока, ребенок должен между кормлениями получать кипяченую воду. В жаркое время года ребенок получает кипяченую воду 100-200 грамм. В холодное время года ребенок должен получать 50-100 грамм водички между кормлениями. С 3-недельного возраста
Ребенку надо давать скобленное яблочко. Яблоко надо начинать давать с 1/8 чайной ложки, постепенно увеличивая к месячному возрасту до 1 чайной ложки 2 раза в день. Надо не забывать о том, что новорожденный ребенок также у нас нуждается в закаливающих процедурах. Не надо с новорожденным ребенком бояться свежего воздуха. Обязательно там, где находится ребенок, надо в зимнее время 4-5 раз в день хорошо проветривать комнату. А в летнее время надо обязательно, чтобы окна были открыты. Надо родителям помнить, что стекла не пропускают ультрафиолетовых лучей. Первые закаливающие процедуры ребенок получает уже у нас с воздушных ванн, которые мы даем ребенку во время раздевания, перепеленания, перед приемом ванн, перед купанием. Продолжительность воздушной ванны 2-3 минуты. Температура воздуха при проведении воздушных ванн должна быть не ниже 22 градусов. И еще мне вам совет, уважаемые родители, чтобы в вашей семье была обязательно спокойная обстановка. И при любых сомнительных ситуациях, при любых сомнениях, которые у вас возникают по отношению к вашему ребенку, обязательно обращайтесь к своему участковому врачу.